В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе столица отпраздновала 26-ю годовщину освобождения от войск Госсовета Грузии в Отечественной войне народа Абхазии. Премьер-министр страны Валерий Бганба совершил инспекционные поездки по объектам инвестпрограммы в разные районы республики. А в Минобороне страны готовились к параду вооруженных сил республики. А теперь подробнее о главных событиях недели. 27 сентября столица нашей Родины Сухум отметила День освобождения от войск Госсовета Грузии. 26 лет назад, после кровопролитных боев, государственный флаг Республики Абхазия был поднят над зданием бывшего Совета министров. 11 дней и ночей шла операция по освобождению Сухума. В день освобождения Родины по всей республике прошли торжественные и праздничные мероприятия. Начались они традиционно с церемонии возложения венков в Парке Славы, в которой приняли участие ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших защитников Родины, члены правительства, депутаты, военнослужащие, представители общественных организаций, молодежь. Церемония возложения в память о погибших студентах и преподавателях вуза состоялась и в Абхазском государственном университете. 94 студента и преподавателя высшего учебного заведения погибли, защищая Родину в 1992-1993 годах. На Гумистинском мосту 27 сентября в торжественной обстановке были открыты мемориальные доски добровольцам Отечественной войны народа Абхазии, погибшим за освобождение нашей Родины. Подробности расскажет Сария Кварацхелия. В Отечественной войне народа Абхазии участвовало более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Героя Абхазии, 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. 27 сентября, в день освобождения города Сухум, на Гумистинском мосту была торжественно открыта мемориальная доска в честь 6 добровольцев из Кабардино-Балкарской республики, которые погибли в ходе военных операций весной 1993 года. Славные ребята, которые отдали самое ценное, что человеку дано, это жизнь, но жизнь не свою отдали, совершая подвиг за подвигом. Командир боевой группы «Кабарда», герой Абхазии Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года. Этот день унес жизни еще 5 бойцов. Те трагические события хорошо помнит брат Гена, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сергей Карданов, который чудом остался жив. Так суждено было. Потеряли мы самые хорошие, близкие ребята. Дай Бог им Царствие Небесное, чтобы им земля пухом была. Чтобы сейчас поколение, которое идет, чтобы это не забивали. Самым молодым среди добровольцев был Валерий Берхамов. Скрыв свой возраст, он вступил в ряды бойцов. На тот момент ему было всего 15 лет. Жизнь Валерия Берхамова оборвалась во время мартовского наступления. Когда я его оформлял, он мне выдал себе на 4 года старше, а лицо совсем молодое, улыбчивая была. Я несколько раз поинтересовался. Он все расписал себе подробно, только бумажно скрыл свой год рождения. Представитель движения матери Абхазии за мир и социальную справедливость Нина Габуния выразила благодарность матерям погибших добровольцев, чьи сыновья по зову сердца стали плечом к плечу с братским народом и отдали свои жизни за свободу и независимость Абхазии. За эту землю они голову ложили. Дай Бог, это ихняя земля, это наши братья, вся ихняя родина, как наша родина и ихняя родина Абхазия. Мы никогда не будем этих ребят, которые погибли с нашими детьми. Имена и фамилии добровольцев золотыми буквами вписаны в летопись Отечественной войны народа Абхазии. Память о тех, кто оказался рядом в трудную минуту, хранят и передают из поколения в поколение народы братских республик. Сария Кварацхелия, Инала Гухава, Абхазское телевидение.
27 сентября флаг Абхазии был торжественно поднят на площади перед символом освобождения Сухума, зданием бывшего Совета министров республики. Событие состоялось в рамках проекта компании «Аквафон» «Масштабные флаги Абхазии», который в этом году отмечает свое десятилетие. Стартовав в 2009 году, проект шествует по городам и селам республики, оставляя за собой главный символ независимости страны. Местом установки флагов выбираются исторические и памятные места нашей Родины. На протяжении 10 лет наша компания установила 20 государственных флагов во всех городах нашей республики. Также флаги были установлены в таких селах, как Путол, Тамыш, Лыхны, Гулрыбш и Нижняя Шера. Стоит также отметить, что данный проект начинался в городе Сухум. Также он и завершился в столице нашей республики. Вечером праздничного дня в Абхазской государственной филармонии состоялся концерт, посвященный Дню освобождения столицы Абхазии от грузинских войск. Празднование Дня освобождения Сухума завершилось шествием с флагами, которое сопровождалось национальной музыкой и танцами. Горожане целыми семьями вышли на набережную, чтобы принять участие в этой акции. На этой неделе премьер-министр Валерий Бганба проинспектировал объекты, восстанавливаемые в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы. В первые 2 дня поездки состоялись в Гулрибш и по объектам в Сухуме, в Ткварчале и в Очимчиру. В Ткварчале премьер посетил центральную районную больницу, которая сейчас проходит реконструкцию. Проект предусматривал капитальный ремонт и строительство 4 отделений больницы, которая рассчитана на 49 койко-мест. Ремонтно-восстановительные работы в ЦРБ были начаты в 2017 году в рамках российской инвестпрограммы. Сметная стоимость проекта более 250 миллионов рублей. В больнице уже проложены все коммуникации, почти завершены внутренние отделочные работы. Капитальный ремонт Ткварчальской больницы планируют закончить к концу этого года. Детский сад в Очимчире строится с нуля. После сдачи в эксплуатацию он сможет принять около 100 детей. Общая площадь детского сада свыше 2000 квадратных метров. Его строительство было начато также в 2017 году, и на сегодняшний день оно практически завершено. Сметная стоимость проекта – 126 миллионов рублей. Затем премьер-министр Валерий Бганба посетил села Лабра, Кындык, Аракич, где за счет средств российской финансовой помощи были завершены работы по укладке асфальта. В селе Кындык асфальт был уложен протяженностью 6 километров и шириной 4 метра. Это долгожданное событие для сельчан, так как более 25 лет дорога находилась в плачевном состоянии. В селе Аракич была аналогичная ситуация. Здесь дорожники проложили более 5 километров асфальта. Валерий Бганба также посетил поселок Бабушера вблизи аэропорта, где относительно недавно были завершены работы по асфальтированию одного из участков дороги. На протяжении многих лет дорога по улице Алексея Кугоня находилась в удручающем состоянии, но теперь эта проблема решена. В рамках российской инвестпрограммы здесь проложено порядка 2 километров нового дорожного покрытия. В среду премьер-министр Абхазии совершил рабочую поездку в Гудаутский район, а также в село Нижняя Шера для инспекции объектов инвестпрограммы. В поездке Валерия Бганба сопровождали специалисты управления капитального строительства. Первый объект, который посетил глава правительства в ходе инспекции – вторая водонасосная станция в селе Нижняя Ишера. Объект был возведен за счет средств российской инвестиционной программы и практически готов к запуску. Здесь вот 3 линии водоводов. Первая, третья и пятая. По 2 насоса. Основной и дублер резервный. То есть если один что-то такое, и второй можно запускать. После осмотра станции в Сухумском районе инспекция во главе с Валерием Бганба направилась в Новый Афон. 1,5 года назад в предгорной части города было начато строительство детского сада. Проект также подразумевал решение некоторых сложностей в связи с его территориальным расположением. На данном этапе садик почти готов к сдаче в эксплуатацию. Следующий объект инспектирования – Гудаутская школа номер 3. Здесь был проведен капитальный ремонт здания, также за счет российской финансовой помощи. Завершить строительные работы до начала 2019 учебного года специалисты не успели. Однако школу планируется открыть сразу после осенних каникул. Что касается проекта, то он был выполнен в соответствии с современными стандартами. Капремонт – это само собой. Здесь предусмотрена горячая вода, холодная вода, кухня, столовая. У них все здесь предусмотрено. Все они готовы. Осталось только кухонное оборудование.
довести все. Остальное работы все закончены. В рамках поездки Валерий Бганба также проинспектировал ход строительных работ канализационной насосной станции номер 1 в городе Гудаута. Работы по модернизации гудаутской канализации осуществляются за счет средств российской инвестиционной программы в несколько этапов, завершающим из которых станет строительство очистных сооружений. Что касается данной станции, то здесь уже установили необходимое оборудование. Суммы, затраченные на строительство объектов, которые посетила инспекция, в среду 25 сентября привел начальник управления капитального строительства республики Игорь Миквабия. Так, на ремонт школы номер 3 в Гудауте было израсходовано более 86 миллионов рублей. На садик в Новом Афоне потребовалась большая сумма размером в 134 миллиона рублей. Что касается водонасосной станции, там порядка 90 миллионов рублей весь объем работ. Практически все работы выполнены, осталось порядка 10 миллионов, которые будут завершены тоже где-то к концу октября. Это энергетическая составляющая этого проекта. До конца года по линии инвестиционной программы планируется завершить строительство еще ряда объектов по всей республике. Ближе к вечеру инспекция отправилась в село Джирхо Гудаутского района, где недавно завершилось асфальтирование центральной дороги. Часть работ была выполнена за счет средств инвестиционной программы, остальная – на средства республиканского бюджета. Было предусмотрено 2500 километров, проложили нам, вышли как бы от точки А до точки Б, до трассы вышли больше 3 километров. Проложили. Есть куски, там в 2 кусках мы не проложили асфальт, где земля имеет оползни. В ближайшее время премьер-министр Абхазии планирует посетить с инспекцией и другие районы республики. Амелия Бисмарк, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Каковы итоги реализации инвестпрограммы на 2017-2019 годы? Есть ли объекты строительства или ремонт которых не завершатся в срок? Что предположительно будет строиться и возводиться в рамках российской финансовой помощи в следующем году? На эти и некоторые другие темы мы накануне побеседовали с главой правительства Абхазии Валерием Бганба. Валерий Рамшухович, что последнее время вы ездите по Абхазии, по нашим районам и оцениваете, как выполняется инвестпрограмма, которая рассчитана на 2017-2019 годы. В первый день вы посетили Гульджибский район и Сухум. Могли бы вы дать свою оценку того, что вы увидели? Наши корреспонденты там уже были, конечно, видели, как все это проходило, но тем не менее ваша личная оценка была бы важна. По Сухумскому району, это город Сухум, это водоснабжение города Сухум, практически все готово. Осталось только провести линию электропередач, подключить. И этот этап, на данном этапе объект будет уже готов. На будущий год мы уже планируем подачу оттуда воды в город Сухум, 2 трубы по 500 миллилитров диаметром. То есть мы будем надеяться, что после этого в городе водоснабжение, конечно, гораздо улучшится. Это уже второй этап, это 2022, но в основном это идет на 2020 и 2021 год. В Гульгубшах мы смотрели те объекты, которые выполнены силами нашего бюджета. Это берегоукрепление, огромная работа там проведена. Смотрели улицу имени Колхони, построенную за счет инвестпрограммы. Действительно построена, я скажу, дорога действительно хорошо. И самые главные объекты, конечно, были, это вот мы вчера ездили в Тхорчал-Чимчиру. В Тхорчал это районная больница, это огромный объект. Конечно, если честно говорить, я думал, что там все-таки работы будут более ближе к финишу. В любом случае нам надо успевать обязательно его построить в этом году. Если немножко постараемся, и строители, мы вчера договорились, что будет больше строителей, подойдут другие бригады, которые будут уже работать как бы на фасаде, внутри почти все готово. Мы очень надеемся, что в этом году этот объект будет сдан. Там сроки до конца года? Там сроки до конца года. Такие же сроки по детскому садику в Ачимчирах, но в детском садике там работа попроще, тоже осталось подвести электроэнергию и некоторые внутренние работы закончить и благоустройство. Поэтому там я не вижу таких больших проблем. Я думаю, что там могут закончить даже в течение месяца-полтора. Из тех объектов, что вы посетили,
какой вызывает тревогу? Какие, может быть, несколько, Ну, может я бы не быть, сказал бы единичные? тревогу. Небольшое беспокойство вызывает именно вот больница, районная больница Творчалская, небольшую тревогу. Остальные объекты, в принципе, тревоги не вызывают абсолютно. Мы еще ездили по Гудаутскому району, это Новоафонский детский садик, который тоже не вызывает никаких сомнений. Но те очистные сооружения и насосные, которые мы показывали в Гудаутах, смотрели, но они имеют продолжение в будущем году, поэтому говорить о том, что это законченные объекты, мы не можем. Это локальные объекты, которые в этом году мы должны завершить, практически они завершены, а дальше уже в будущем году будут строиться вторые еще насосные, канализационные сети, ну, полностью уже на очистные сооружения. Поэтому там тоже тревоги не вызывает. Вот вызывает тревогу больше всего это два объекта. Это парк Принца Альденбургского в Гаграх и объект дорога Каманы. При проектировании не совсем учли особенности этой дороги. Где-то обвалы, где-то земля ползет. То есть пришлось делать ряд технических мероприятий, которые затянулись и по времени, и вызвали, к сожалению, и другие финансовые расходы, что нам приходилось и из бюджета нашего их поддерживать. Мост тоже, какие-то технические решения должны были быть. Ну и надо учесть и то, что, к сожалению, оборудование вот, Дорстроя, оно старое и часто выходит со строя. То есть и у них с темпами работ не совсем было нормально. Но мы сейчас приложим все усилия, если необходимо будет, перебросим туда других строителей, чтобы завершить его в срок. Скажите, пожалуйста, те объекты, которые должны были завершиться в этом году, есть ли среди них те, которые будут перенесены на следующий год? Ну, все, что вызывает, я еще раз сказал, вызывает сомнения, вот эти два объекта. И все. Их мы перенести уже не можем, это уже нереально. Нам только остается засучить рукава и заканчивать эти объекты. Если мы поговорим по поводу следующей инвестпрограммы, да, что войдет, какие объекты планируется включить в эту программу? Я не могу говорить о готовности программы, потому что пока не было заседания МПК, которое утверждает данные программы. Больше всего там дорожная инфраструктура, мы дороги во всех районах, в городе, слава богу, начинаем дороги. А почему говорю слава богу? Потому что в городе очень тяжело дороги строить, это вся инфраструктура, это вода, канализация, это телефонные кабеля, это еще какие-то там, это все надо по новой, то есть сперва надо все это отремонтировать, потом только уже ложить асфальт. Вот в городе 3 дороги, по районам достаточно много дорог по всем районам. В конце концов решились на строительство дороги на Пицунду. Это все-таки один из сильнейших наших курортов, и по такой дороге ездить не совсем, наверное, хорошо. Улица есть так Октябрьская в Цандрипше, где тоже очень много отдыхающих. Вошли очистные сооружения, афонские очистные сооружения. А детская больница для нас насколько важна, я думаю, каждый житель не только города Сухум, но и всей Абхазии понимает. Мы ее включили в инвестпрограмму 2022. Будем строить на территории республиканской больницы, то есть это совершенно новое. Мы не собираемся ремонтировать существующее, да, приспособленное помещение, а будем строить совершенно новую больницу. И очень много мероприятий по энергетике. То есть мы хотим привести в порядок практически все подстанции в Абхазии. Практически мы уже в этом году часть этих работ проводим на Псыбской подстанции. Если вы помните, и телевидение в прошлом году передавало там очень серьезно с трансформаторами, там нагрузки большие, поэтому в этом году мы уже предусматриваем замену трансформатора, уже оплачена стоимость его. Ну, надеюсь, что где-то в ноябре уже этот трансформатор будет здесь, его установить. Ну, тяжелая транспортировка, очень тяжелый трансформатор, но надеюсь, что мы технические вопросы все решат, и там это уже будет. Ну и в будущем году запланировано очень много мероприятий по энергетике, которые, наверное, позволят нам более и более качественно улучшить подачу электроэнергии потребителям. Ну и самое главное, мы хотим так называемый Очегварский перешеек, где разные идут провода разного сечения, и поэтому получается, что после Очегварского так называемого перешейка качество ухудшается. Если мы это сможем, там стоимость около 80 миллионов, то сразу улучшится качество и на всей территории Абхазии. Ну и с подключением Сухумгеса здесь действительно качество будет нормально.
Ну, раз мы заговорили об энергетике, уже пару лет говорят о том, что Ингургэс, возможно, остановит на какое-то время. Вот если вдруг это будет в этом году? Ну, в этом году, насколько мы знаем, остановки Ингургэса не будет, но в любом случае нам, конечно, надо готовиться, потому что то, что мы покупали электроэнергию небольшой период этой зимой, ну, оно вышло нам в 190 миллионов рублей. Вот. Это мы покупали его в течение, если я не ошибаюсь, месяца. Да. Нет, там чуть больше, где-то 3 недели, 3-4 недели мы покупали, вот 190 миллионов рублей. Если мы полностью будем покупать, то понятно, что это будет колоссальная потеря. А какой-то план есть на эту тему? Единственное, то, что уже будет помогать Российской Федерации, будет немножко увеличена инвестпрограмма с учетом того, чтобы как-то оплатить разницу в стоимости электроэнергии. Ну и самое главное, нам немного все-таки надо уже давно, уже 26 лет мы работаем после войны, нам пора уже все-таки платить за электроэнергию, платить за воду, за другие коммунальные услуги, потому что без этого развития этих служб не будет. Сколько бы мы ни говорили, но от этого они не смогут развиваться. Сегодня сбор от физических лиц составляет где-то около 40% электроэнергии. Юридические лица, слава богу, за 90% это более-менее хороший показатель, но физические лица всего-навсего 40% собираемости. Я хочу поменять тему и вернуться к Гулерипскому району. Дело в том, что жители Маяка, был период, когда они возмущались тем, что у них находится мусорная свалка. Было принято решение перенести в Гулерипский район. Там тоже были не в восторге от такого решения. Но, тем не менее, вот на чем остановились и какие работы в этом плане идут? Конечно, никто не будет в восторге, если мусорка будет где-то рядом с ним, но там оно вдалеке от жилья, оно будет построено по всей новейшей технологии, поэтому мешать жителям оно абсолютно не будет. Но кроме строительства вот самой захоронений, так будем говорить, если мы там не поставим механизмы, которые помогут хотя бы сортировать, потому что мы, когда говорим о мусоре, мы забываем, что там есть такие вещи, которые, в принципе, можно продавать. В Гаграх это уже работало, мы показывали, если вы помните, и по абхазскому телевидению центральному показывали. К сожалению, оно там остановилось, по каким-то причинам, но при переработке мусора остается, в принципе, хоронить 20%. Все остальное – это ветошь, который продается, это картон, который можно реализовать, это металл и так далее, и так далее. То есть то, что можно где-то реализовать. И тогда, в принципе, у нас останется 20%, которые не будут занимать, тем более при Будет средства на приобретение всего этого? Средства это должны мы искать, потому что по плану, по нашему инвестпрограмме у нас только строительство самого полигона на перерабатывающие, так сказать, не предусмотрено. Это мы должны сами искать. Мы искали, оборудование. Оно будет стоить, смотря по какому объему исчислять, это до 30-50 миллионов. Будем. Без него поставим мы быстро заполним эти хранилища, и получится, что у нас опять будет проблемы с мусором. Поэтому, конечно, без этого устанавливать смысла нет. Вы встречались с журналистами, с польскими. Да. Как раз шла речь об инвестиционном климате, и сотрудники СМИ пытались узнать, как в этом плане у нас обстоят дела. И как вот вы считаете, мы уже неоднократно говорили здесь в республике о том, что нужны перерабатывающие заводы, мусороперерабатывающие заводы, завод по производству меда, завод по переработке фруктов. Вот как все с этим? Честно говоря, по производству меда он построен. Другой вопрос, как он работает. Это уже наш вопрос, к сожалению, который мы в течение последнего полугода не можем решать. Там тоже у нас были проблемы с приемом меда, с его переработкой, с реализацией проблемы. То есть это уже, будем говорить, человеческий фактор, это уже так, как люди работают, это наши вопросы прямые. Что касается инвестиций, вы знаете, когда говорят, инвестиции идут, не идут из-за того, что у нас такой климат. Да, все это имеет место, но в то же время мы должны учитывать и численность нашего населения, мы должны учитывать, что инвестор хочет получать максимальные прибыли, а максимальных прибылей вряд ли сегодня возможно. Поэтому нам самим надо стараться привлекать именно в те отрасли, которые наиболее необходимы для нашего развития. Еще раз говорю, даже в туристической сфере.
Ну, вы видите, мы работаем всего 5 месяцев. Мы говорили об этом, когда встречались с польскими журналистами. Раньше это у нас было лечебный курорт, он работал круглый год. К сожалению, мы после войны и блокады потеряли много из того, что имели. Практически у нас лечебниц не осталось. Санатории, мы их называем санаториями, но понятно, что весь то, что они там делали в медицинском направлении, сегодня не делается. Если мы все это не сможем, ну не сразу, конечно, но со временем восстановить, у нас будет только сезонный отдых. Сезонный отдых – это 5-6 месяцев. 6 месяцев – это я даже уже так бы мечты, да. Поэтому, конечно, получать там колоссальные прибыли никто не сможет. Ну и здесь больше, я, честно говоря, не сколько инвестиций. Понятно, что инвестиции помогают, понятно, что инвестиции развивают экономику, но мы должны думать и о том, что наши люди тоже могут все это делать. Для этого нам надо просто изыскивать кредитные ресурсы. Если вернуться к меду, вот в чем там все-таки причина? Говорят крестьяне одно, да, а люди, которые непосредственно производят мед, те, кому сдают, говорят другое. Ну, честно говоря, до того, как построили этот завод, люди реализовывали свой мед. Просто в последнее время, вот, исходя из того, что вот Россия попала под санкции, у них была и реализация меда, и как-то наш мед тоже проходил, и они могли его отправлять через Россию, как бы уже выходило в другие страны. К сожалению, Россия сейчас не может свой мед реализовывать, поэтому, в принципе, реализация нашего меда вот не именно здесь на месте, а за пределы нашей республики уменьшилась. А так, в принципе, у нас ни Гагрский район, ни Гудаутский район такие вопросы не ставят. Вопросы стоят только у нас вот Ачимчирский район, Творчалский, Гудрипский район. Они до этого реализовывали, да. Но завод, когда появился, конечно, они посчитали, что завод должен эту работу выполнять. Меня спросили, я тоже считаю, если мы создали этот завод, это уже продукция другого качества должна быть, она уже расфасована, она показывает как бы товар наш. Конечно, должен завод уже заниматься всем этим. И заготовка меда у населения, чтобы у него голова не болела, куда свой мед давать, и его реализация. Ну, будем думать, как это сделать, и надеюсь, что в этом году немножко по-другому пойдут дела. Завод, где перерабатываются фрукты, где делаются там варенья, соки, джемы, да. соки. Есть ли у нас столько фруктов? Если честно, это должно быть мини-предприятие. Я помню, в советские времена у нас в каждом районе был консервный завод, который выпускал огромное количество соков. Ну, даже если мы сегодня будем перерабатывать то, что мы имеем, мы не выдержим конкуренции гигантов. Потому что у нас будет натуральный сок, я не думаю, что все эти соки делаются из натуральных продуктов, то есть цены будут несовместимы. Нам больше всего нужны мини-заводы. Кстати, у нас уже частный бизнес пошел. Нет, не на собственный рынок. Тот, кто хочет экологически чистый продукт, он даже с большей ценой будет пользовать именно экологически чистый продукт. Вот частный бизнес уже пошел на это. Я думаю, что и мы думаем над этим, как приобрести мини-заводы, как их установить в наших государственных предприятиях, чтобы они понемножку... Вот у нас есть объект, который построили, это овощехранилище, да, ну там достаточно территории, достаточно места, чтобы можно было там именно поставить, чтобы как-то централизовать. Есть такие задумки, планы уже, да? Да, такие планы есть. Мы занимаемся поиском оборудования, это необходимо. У нас много нестандартной продукции цитрусовых все равно остается, это тоже деньги для Абхазии. По большому счету мы от сельского хозяйства сегодня государство ничего не зарабатывает. У нас нет госпошлин, у нас нет других каких-то сборов. Поэтому сельское хозяйство раньше был земельный налог, сейчас и земельный налог мы у крестьян отменили. Это, наверное, тоже, правильно. Вот им очень сложно реализовывать свою продукцию. Поэтому, конечно, вот эта переработка нам может дать какой-то доход от сельского хозяйства тоже. Что произошло с молочным заводом? Вот была продукция на прилавках, сейчас ее нет. Люди говорят, что завод остановил свою работу. Вы знаете, для меня это слишком большой вопрос. Я даже, будучи спикером, поехал один раз посмотреть на этот завод. Я работал в агропроме, имел дело и с молочным заводом, и с мясокомбинатом в Гагрском районе. Я знаю как бы их работу. Ну, жалко, что он остановился. Там есть линии мороженого, 4 вида. Мы мороженое покупаем неизвестно где, неизвестно какого качества. Переработка молока, кефир. Да, есть какие-то технологические ошибки, которые были допущены при
приобретения оборудования завода. Но эти технологические ошибки не говорят о том, что вообще невозможно работать. Там можно выпускать продукцию, может быть, не так много, чтобы, допустим, летом мы могли бы охватить весь наш курорт. Но, тем не менее, продукцию можно выпускать. 10 тонн молока в сутки можно переработать. Ну, вот сейчас Министерство экономики занимается. Больше всего это, к сожалению, отсутствие оборотных средств. Сегодня у нас невозможно прийти в банк, взять кредит. В принципе, везде предприятие так работает. Берет кредит, реализует свою продукцию и потом уже расплачивается с кредитом. У нас это сложно, поэтому им надо постоянно возобновлять оборотные средства. Ну, несколько раз бюджет помогал, но это хозрасчетное предприятие, мы постоянно не можем им возобновлять оборотные средства. Поэтому, к сожалению, работа их, если честно говорить, далека от идеала. Но сейчас Министерство экономики работает над этими вопросами. Я думаю, что мы все-таки к чему-то придем. Этот завод нам нужен. Если даже даже с теми технологическими ошибками я не назвал бы, недочетами, да, мы можем там нормальную продукцию выпускать. Как вы видите стратегическое развитие нашей экономики? Вот если, допустим, вот бах, и нет российской помощи. Конечно, очень сложно будет без российской помощи. Прежде всего, я не говорю об инвестпрограмме, я говорю о тех деньгах, которые мы получаем в виде заработной платы бюджетным организациям. Я вам скажу, что инвестпрограммы, да, 1,5 миллиарда, но мы свои деньги, около 500 миллионов, используем на различного рода строительства. В основном это те, которые срочно нужны, допустим, берег подмыло, там улица ушла, оползни. Тем не менее, у нас есть такие деньги, 500-600 миллионов, которые мы ежегодно используем на различные наши нужды. Но, конечно, с зарплатой будет тяжело. Единственный вариант – это зарабатывать больше. Сегодня у нас уже чуть-чуть больше 50% в бюджете наших доходов. Мы в этом году идем с опережением прошлогодних показателей по нашему бюджету, по именно нашим доходам, да, 266 миллионов. За счет чего? Я скажу вам, пока только администрирование. К сожалению, пока только администрирование. Мы очень много говорили о том, что необходимо реформировать налоговую систему, но мы действительно от разговоров должны перейти к делу и действительно реформировать налоговую систему, потому что она должна быть упрощена для нас. Мы сейчас не должны создавать такие налоги, которые даже в исчислении для налоговиков тяжело, не то что для бухгалтеров. Над этим занимаемся. Есть различные предложения, сверяем свои, так сказать, шаги с парламентом. Все это надо просчитывать. Но это тоже возможно, когда у нас будут кассовые аппараты, когда мы будем знать, какой у нас оборот. То есть уже работаем над тем, чтобы устанавливать кассовые аппараты. В бюджете заложены эти деньги. В этом году начинают, и в будущем году будем продолжать. Естественно, без того, чтобы был у нас учет, говорить о налоговой реформе, это очень сложно, потому что мы можем недополучить даже то, что сегодня получаем. Когда будет нормальный учет, конечно, мы можем спокойно идти на реформы. Можем год потерять, но не больше, если будет грамотно проведение этой реформы. Глава российского государства подписал указ, распоряжение о поддержке абхазской армии. Как будет реализовываться все это? Вы знаете, ранее было подписано соглашение между ведомствами нашими военными. Это, если я не ошибаюсь, было года 3 тому назад, где предусматривалось полное перевооружение абхазской армии под стандарты российской армии, снабжение ее техникой. Скорее всего, именно это соглашение будет реализовываться. Пока мы подробности, к сожалению, не знаем. Это должны уже поработать наши ведомства и российское ведомство. Но тогда планировалось действительно полное перевооружение абхазской армии под стандарты российской армии. Мы понимаем те угрозы, которые несет НАТО, создавая свои лагеря на территории Республики Грузия. Конечно, наша армия должна быть готова к этим, не дай бог. Да, и поэтому это давно уже было соглашение, но начало реализовываться. Это действительно очень хорошо. Это даст нам возможность укрепить нашу армию. Я думаю, там будут, наверное, вопросы и подготовки резервистов, потому что без них наша армия, вы сами понимаете, по количеству, в основном у нас нагрузку всегда несут резервисты. Пока подробности, конечно, мы не знаем. Мы можем говорить только о том соглашении, которое было года 3-4 тому назад. Что будет с нашим футболом?
Вы знаете, я всю жизнь играл в футбол, люблю футбол, и с нашим футболом должно быть все нормально. Вот сейчас я просто не хочу, могу взять бумаги, вот там прямо лежать. Я попросил собрать все, что у нас выделяется с бюджета районов, с бюджета республики на развитие спорта. Ну, я вам скажу, картина, конечно, серьезная. Я сейчас планирую собрать всех руководителей спорткомитетов районов, естественно, наш Госкомспорт. Хочу собрать Минобр, потому что ДЮСШ там. Я хочу понять, кто, где и что. Я не могу пока понять, где являются, допустим, кружки, секции, какие-то клубы, которые непосредственно оплачивает государство через Госкомспорт, где ДЮСШ, который через Минобразование идет, куда тратят районы, допустим, то, что они предусматривают на спортивные мероприятия. Вот 27 миллионов у города Сухум, 24 миллиона республиканские на Госкомспорт, на мероприятия. Потом, что мы должны развивать? Мы должны развивать те виды спорта, как мне говорят, олимпийские. Когда мы туда попадем? Меня, если спросить, нам надо развивать те виды спорта, которые позволят наших детей оторвать от улицы и привести в какие-то кружки, секции. Ну и в будущем году, естественно, возобновится чемпионат Абхазии. Но, к сожалению, осталось в этом году боеспособны только 4 команды. Остальные команды бюджеты не потянули. И нам надо думать, что с ними делать. Вот я почему начал приводить примеры, что вот в Сухуми, допустим, 27 миллионов, у нас 24, в других районах тоже есть какие-то деньги. Я сейчас не хочу говорить от Парчалы, допустим, да, где меньше всего доходов. Но все остальные, пока мы хотим, не хотим, это массовый вид спорта, этим занимаются тысячи детишек. Хотим мы, не хотим, мы должны помогать бюджетам этим футбольным клубам. Почему я говорю, что я собрал все эти расходы? Лебедь, рак и щука. Лебедь, рак и щука. Мы не знаем, чем занимаются спорткомитеты районов, мы не знаем, чем занимается ДЮСШ, как они финансируются, какие дети, и там одни и те же, или мы не знаем, чем занимается, ну, грубо я говорю, да, спорткомитет. Мы должны выработать все-таки концепцию. Наверное, наши спортивные руководители, старые у нас есть люди, которые действительно любят спорт, мы их позовем тоже, спросим. Мне все-таки кажется, что мы должны развивать массовый спорт, мы должны детей вытаскивать с улиц. Дай Бог, сможем таланты вырастить, чтобы они могли участвовать в первенствах, на Олимпиаде, на чемпионатах мира. Но сегодня выезжают команды, в каком-то селе проводится чемпионат мира. Насколько нам это надо? 3-4 человека поехали, они сели, ну, бюджет одного футбольного клуба годовой. Нам надо все-таки четко понять, что мы хотим. Я поэтому хочу всех собрать, причем не только просто спорткомитеты районов, но и глав администрации. Я думаю, что пока мы все-таки ему должны помочь бюджетными деньгами. К сожалению, у нас нет таких спонсоров, которые могли бы содержать футбольные команды, другие какие-то спортивные команды. Пока все это нагрузка на бюджете, это я понимаю, что для многих накладно, особенно для некоторых районов, но помогать надо. Но и очень плохо, конечно, когда мы в мероприятиях вдруг не предусмотрели футбол, и нам пришлось использовать резервные фонды для того, чтобы заниматься этим футболом. Мы заплатили с резервного фонда вот те деньги, которые нужны были судьям для того, чтобы вообще начался в этом году футбол. Это мы занимаемся уже не сейчас, как когда они собрались и сказали, что вот так хотят. Мы занимаемся с весны. Ну и, конечно, очень плохо, что мы не можем, в конце концов, заняться воспитанием своих судей. Я помню те времена, 90-е годы, когда были свои судьи, когда судили. А сегодня мы приглашаем судей, это затраты, и потом у нас этого развития нет. Поэтому, ну, здесь очень много работы, конечно, это не работа не только Федерации футбола, это работа, я считаю, государства, потому что если мы хотим развивать, это самый массовый вид спорта. В рамках следующей инспекционной поездки премьер-министр посетил Гагарский район. Какие работы стали предметом внимания членов правительства? Сколько вновь отстроенных или отремонтированных объектов появятся в Гагарском районе к концу этого года, расскажет Гугуца Вардания. В
ходе рабочего визита в Гагру премьер посетил первую абхазскую среднюю школу имени Хараза Чамагуа, основанную в 1970 году прошлого столетия. Образовательное учреждение находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение демонтировать старое здание школы вплоть до фундамента и начать строительство нового. Учебный процесс был переведен в здание школы искусств. Строительство Гагарской средней школы началось в 2017 году в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Строители уже полностью возвели основные корпуса школы, которые соединяются между собой внутренними переходами – спортивные и актовые залы. Тут 4 корпуса, 2 актовый зал, спортзал и 2 учебных корпуса. Один корпус для начальных классов, остальной корпус для старшеклассников. Сметная стоимость проекта с оснащением и мебелью составляет 337 миллионов рублей. Генеральный подрядчик – госкомпания Апснергылара. Школа рассчитана на 700 учащихся. Здесь будет все необходимое для учебного процесса. Организованы помещения и специализированные кабинеты. Школу планируют открыть в январе будущего года. Уже как бы на финишной прямой благоустройством занимаемся. Объект фактически готов на 95%. Эти 5%, я думаю, мы освоим за 2-3 месяца. Следующий объект, который посетил Валерий Бгамба – парк принца Альденбургского. Приморский парк в Гагре по праву считается визитной карточкой города. Он был заложен в 1902 году принцем Альденбургским. На площади в 14 гектаров растет около 400 видов растений. Чтобы вернуть былую привлекательность Приморского парка, здесь были проведены реставрационные работы. Восстановлены пруды и фонтаны. Также в Гагарском парке были проведены работы по восстановлению ливневой и дренажной систем. В связи с летним курортным сезоном эти работы не форсировались. Временно были там остальные работы приостановлены, так как не мешать ни предпринимателям, ни нашим гостям курорта. После сейчас начнутся работы и по ландшафту, по освещению, по водоотведению и по восстановлению самой набережной от начала до конца, всех тропинок, тротуаров. Перед началом курортного сезона в Гагре провели большую работу по благоустройству пляжей и детских площадок. На набережной положили новую тротуарную плитку, а железную ограду заменили на бетонную. Укладка плитки порядка 1000-1200 метров получилось. Освещение и перила тоже порядка 1200 метров. Работы были проведены в срок до 3 месяцев. Мы успели к сезону, в начале июня практически набережная уже была готова. Всем известна знаменитая Гагарская колоннада, которая давно стала символом города. Теперь на набережной Гагры появилась еще одна. В центре колоннады установлена морская раковина с жемчужиной, а вокруг высажены декоративные растения. Установлены лавочки. Работы по благоустройству города Гагра продолжаются. Гугуца Вардания, Томас Чиковани, Дэвид Ангваб, Абхазское телевидение. Минувшая неделя в Абхазии была ознаменована подготовкой к предстоящему Дню Победы. Главный атрибут праздника – торжественный парад Вооруженных сил республики. Генеральная репетиция шествия состоялась утром 28 сентября в самом центре столицы. После мероприятия абхазские военнослужащие отправились на торжественное собрание в здании Министерства обороны. Амелия Бисмарк с подробностями. Чеканя стройный шаг, они маршируют под звучание нот военного оркестра. Абхазские военнослужащие оттачивают последние шероховатости на генеральной репетиции предстоящего парада в честь 26-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. Сейчас важна каждая деталь. За шествием пристально наблюдает министр обороны Мираб Кешмария. Здравствуйте, товарищи! В этом году в параде примут участие более 500 военнослужащих. Сценарий мероприятия определен заранее. После поздравительного слова министра обороны коробки торжественно пройдут по улице Айдгылара. По оценке министра обороны и командующего парадом первого заместителя министра обороны, генеральная репетиция парада прошла на должном уровне. 30 сентября, в День Победы, после церемонии возложения, здесь у мемориала славы, ориентировочно в 12 часов,
пройдет торжественное прохождение парадного расчета Министерства обороны, 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации в честь 26-й годовщины Победы. Важная роль в организации парада принадлежит музыкантам. Без военного оркестра не проходит ни одно торжественное мероприятие Министерства обороны, как эта встреча в Генеральном штабе в преддверии Дня Победы. Без малого 26 лет отделяет современную Абхазию от того дня, когда на государственной границе по реке Ингур наши войска водрузили Знамя Победы. Невероятно тяжкой и кровопролитной оказалась дорога к победе. Через огромные жертвы, тяготы и лишения шел к ней народ. Мы не могли не победить, ибо за нами стояли наши вековые традиции, наше будущее, само существование Абхазии. Мы выстояли и победили, потому что сражались за правое дело. Поздравить военнослужащих с наступающим праздником пришел ветеран Отечественной войны народа Абхазии Аслан Кубахия. Нам удалось достичь победы ценой огромных потерь, и выйти из этой сложной ситуации получилось возможным во многом благодаря подвигу вооруженных сил, подчеркнул герой Абхазии. Я считаю, что не до конца изучен весь славный путь наших вооруженных сил. Вооруженные силы Республики Абхазия создавались во время войны по ходу боевых действий. Просто из ополченцев потихонечку создавались взводы, роты, батальоны, рода войск. Все это вместилось в год и в 2 месяца. Все это надо было организовать, все это надо было создавать, и все это надо было применять для того, чтобы изгнать врага с родной земли. В рамках торжественного собрания, согласно приказу президента республики, Аслан Кубахия был награжден медалью «За победу». Ряд военнослужащих были удостоены очередных званий. Для получения очередного воинского звания старшего лейтенанта прибыл. Собрание по случаю наступающего Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии завершилось праздничным концертом. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани для событий недели. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.